Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Ваше время пришло. Какую правду вы должны узнать? Какая правда вам должна открыться? Загадайте, пожалуйста, на себя, на правду жизни и на все то, что от вас скрывают, либо было скрыто. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, мои хорошие, отсыпочка у нас готова, отсыпка общая. Пожалуйста, об этом не забывайте. Чужого не берите, но и свое не пропускайте. Сразу у нас идет фрагмент про мужчину, который любит и забыть вас не может. Сколько бы времени ни прошло, либо как бы вы там ни расстались, он все равно вас любит, он ничего не может с собой сделать. Даже если вы ему запретили к себе подходить, все равно любит, все равно ищет возможность к вам подойти. Здесь мужчина просто вот на пороге, на грани очень судьбоносного решения, либо очень судьбоносного действия. Не смог он вас забыть, не смог он вас разлюбить, не смог с другой женщиной построить счастливые отношения, так как с вами ни с кем ему хорошо не было. И что бы вас ни развело, все равно эта любовь, она есть, она никуда не девается, и она с каждым днем все сильнее и сильнее становится. И также у вас, я вижу, что у вас воспоминания об этом мужчине, он вам снится, он прям вгрызся вам в голову, вы никак забыть его не можете. И никак понять не можете, почему я его не забываю. Вроде как и злитесь на него и обижаетесь, при этом забыть его совершенно не можете. Ну, потому что вы друг другу по судьбе, и то чувство, которое зародилось между вами, оно настоящее. Неподдельное настоящее чувство любви. Настоящая любовь не умирает. Настоящая любовь, она все крепче и крепче становится. Ни время, ни другие люди, ни какие-то скверные обстоятельства, ничего не сможет настоящую любовь разрушить. И скоро вам предстоит в этом убедиться. Не забыл, любит, ищет возможность вам о своей любви сказать. Либо шанс вернуть вас в свою жизнь, давайте скажем так. Дальше показывают вас, показывают птицей, которую в клетке держали, либо сдерживали, да, вот ей небо закрывали. То есть у вас, возможно, какие-то проблемы были на работе, в делах, вы не могли добиться своего успеха. Но потому что вы очень талантливый человек, очень способный, и вы человек, который просто рожден для того, чтобы летать по небу, да? Для того, чтобы возвыситься над всеми теми, кто вас окружает. И недобрые люди, видя это все, предвидя, предчувствуя, закрывали вам небо. Вас явно ограничивали, вас насильно убеждали в том, что вы ни на что не способны, у вас ничего не получится, вам не стоит ничем заниматься, вам не стоит ни за что браться, ведь это все обернется для вас катастрофой. Вам специально небо закрывали, вас специально пытались в какой-то клетке держать, да, либо в клетку засадить. Вы долго в это то ли верили, то ли в вас посеяли эти зерна сомнений. Вот вы как сами с собой боролись. Но судьба зовет, и небо вам открывает. Вы птица гордая, вы птица очень красивая, и крылья у вас очень длинные, вам высоко взлететь. И сколько бы вам лет не было, когда бы это видео вас не нашло, поверьте, вам в ближайшие полгода, вот именно полгода, 6 месяцев, небо откроется, и вы будете летать, вы взлетите очень высоко. А вот эти, кто вас сдерживал, они вот такими маленькими таракашками останутся. Вот никто не сможет
вас удержать на земле. Вы прекрасная, талантливая, гордая птица, и вы будете летать в небесах. Высоко-высоко, возвыситесь очень сильно. Вот, назло врагам, на радость себе. Так мне идет. Ну и не слушайте дураков. Вы невероятно талантливый человек, способный человек, сильный человек. Человек, которому все покорится, вся покорится. Вы должны это про себя знать. И кто бы вам ни говорил обратное, не слушайте этих людей. Они просто вам завидуют. Они просто хотят вас остановить, да, в вашем росте, в вашем развитии. У вас все получится. Все задуманное, все придуманное и даже еще не придуманное. Все получится. Вас именно птицей показали. Дальше. Кто-то за вашей спиной очень долго с вас тянули деньги, тянули силы, тянули энергию, вами могли пользоваться. И очень похоже, что эти люди, они не чужие, они как свои. Да? Кто-то из родственников, либо кто-то из тех, кто ходил под масками друзей. Здесь не один человек, их либо двое, либо трое. Очень долго с вас тянули. И мало того, что тянули, они еще как в обяз вам это поставили, что вот, дескать, ты должна, да, вот ты должна, и не возмущайся, привыкай, пусть это станет твоей постоянной рутиной, да, ты нам должна, ты должна для нас, а потом уже, там, если что останется, можешь потратить на себя, либо сама попользоваться. Мне показано, что за ваш счет эти люди очень так неплохо развернулись. В то время, когда вы нуждались, когда вы плохо себя чувствовали, когда вам прям скверно приходилось, тяжело и скверно, эти люди, они все равно тянули, у них не было ни сочувствия, ни жалости. И на ваших ресурсах, на ваших деньгах эти люди очень-таки неплохо раскрутились на самом деле. Да? Все, что у них есть, это благодаря вам. То есть, грубо говоря, все, что у них, это ваше. Вот, скоро это все выяснится. Выяснится очень таким неприятным образом. Эти люди начнут требовать больше. Либо они вас даже вот прям заставлять начнут. Вот ты обязана, и все, вынь да положь. И вы такая скажете: стоп, а ну-ка давай разберемся. Да, у вас вот это чувство протеста. И я вижу, что с этими людьми вы будете разрывать связь. И вам от этого разрыва только плюс и благо. Спокойные дни, размеренные дни, больше ресурсов, больше возможностей. Вы меньше устаете, вы меньше ментально страдаете. А у этих людей пойдет застой, разорение, и очень много лишений их ждет. Потому что они никчемные. Они очень классно приспособились за ваш счет, а теперь придется самим. И вот выяснится, что они абсолютные ноли, никчемные ноли. Вот и все. Вот и все. Вы свое для себя, а они как бы по боку пойдут. Главное, что это раскроется, и главное, что вы не будете вот такой добровольной жертвой, какой были ранее. Дальше. Показано предложение, связанное с ботинком. Это либо куда-то ехать, либо куда-то идти. Вас давно куда-то зовут, вас давно куда-то приглашают, а какой-то человек от вас эту информацию намеренно скрывает. То ли это человек эгоист, и он не хочет, чтобы вы куда-то уехали, либо чем-то занимались, то ли это человек из-за зависти так поступает, потому что вас зовут, а его нет, либо ее нет. То ли это человек просто какой-то кретин, кретинка, возможно, какая-то, да, который не понимает, что, не говоря вам об этом предложении, этот человек вас очень многого лишает, многого хорошего лишает. Но вижу, что все раскроется, вскроется, и ботинок вы уже получите. Будете ли вы ехать, будете ли вы принимать это предложение, это уже ваше решение, но тем не менее ботинок вам в руки попадет. Это точно показано. Тем более, знаете, еще так показали, что этот ботинок, он смотрит в правую сторону. То есть для вас это очень хорошо, для вас это выгодно. А этот человек, скрывал, просто умалчивал, может быть, что-то прятал даже от вас. Так вышло. Дальше здесь чьи-то конкуренты показаны. Конкуренты, которые рвут на себе волосы. Конкуренты, которые просто рыдают, потому что все их козни, происки против них оборачиваются. Вам ничего, либо вы как вынесли этот удар, вы стояли под этим ударом, и теперь у вас все начинает улучшаться, а у них, наоборот, все начинает ухудшаться. Не знаю, здесь конкуренты, причем это не один человек.
то ли как сговор даже нескольких людей, которые хотели вас погубить. Что-то они делали, что-то они предпринимали, и вы выстояли, вы выдержали. Какие-то нелегкие времена у вас были, очень нелегкие, очень темные времена, но вы все равно выстояли. За вас, кстати, ангелы вступались. И теперь вот это все негативное на них назад идет, возвращается. И им не по себе, ну, потому что они не такие сильные, потому что они не такие замечательные люди, и за них уже никто не вступится. Никакой ангел за них не вступится, даже черти за них не вступятся. Вот. И они предчувствуют, что начинает земля подгорать под ногами. И вот это ощущение, знаете, паника, истерия, надрыв такой у них идет. Опять же, они винят вас. Типа, это из-за нее. Мы ей устроили ад, но это из-за нее, да, в таком ключе. Ну, что есть, то есть. Пусть выгребают. Вам-то что? Вы своей дорогой дальше пойдете. Вообще вы птица гордая, вам летать. Даже не ходить, а летать. А они свое получат обязательно. И вы об этом узнаете. Возможно, даже самое первое узнаете, да, о том, что у них там все крахом идет. Дальше показано, что вы болеете, либо вылечиться не можете, потому что вас неправильно лечат. Может быть, доктор не совсем компетентный попался, ну, либо там что-то перепутали в назначениях, может быть, диагноз не совсем корректно был поставлен. То есть я вижу, что вы лечитесь, я вижу, что вы какие-то медикаменты применяете, кто-то даже уколы ставит, но улучшений нет, прогресса нет. Вот. И все это из-за того, что неправильный диагноз, либо неправильно подобрано лечение. И вам не стоит сидеть и ждать. Вам стоит, например, пойти к другому специалисту, а лучше к 2 или к 3, но как получится. Пройдите заново обследование и идите по рекомендации. Да, иначе вас так будут лечить, и это все будет по боку идти. А здоровье, оно как бы одно, и его нужно беречь. Я вижу, что у вас есть все шансы вылечиться, но при условии, что вам поставят верный диагноз, что вас правильно будут лечить, а не так, как сейчас происходит. А вылечиться можно. Дальше показывают мужчину, который очень сильно пьет. Вы считаете, что он алкаш, что он прям любит это дело, да, что его уже ничего не исправит. Пьет, много пьет, как не в себя пьет. Человек опускается. Но здесь показано, что на этом человеке приворот. И пьет он не потому, что ему это нравится, не потому, что это наследственность, а потому что приворот его на это толкает. Приворот, который разрушает жизнь этого человека. Здесь какая-то дамочка пыталась его приворожить, хотела его из семьи увести, у вас забрать. И приворот был сделан, но приворот был либо весьма неудачный, ну, либо какие-то дилетанты делали, да, может, она сама даже делала. И приворот сработал так, что начинает разрушать жизнь этого человека, лишает его воли, лишает его света в душе. Вот, и человек идет и катится по наклонной. То есть, если вы хотите, чтобы мужчина бросил пить, а он может бросить пить, то здесь, скорее всего, нужно сначала приворот снять вот этот негатив, который, да, негативное воздействие, и потом все выправится. Он может бросить и стать вполне себе нормальным, полноценным человеком. И еще тут такой момент показан, что его привораживала женщина. Знаете как, вроде как она хотела от вас его отвадить и, ну, то ли к себе, то ли какой-то другой женщине приворожить. Ну вот как-то так. Ну лишь бы не с вами, да? С кем угодно, но лишь бы не с вами. Вот в таком ключе мне идет. Ну такое, знаете, глупое, странное, а человеку жизнь испортила. Конечно, ей это все зачтется, и, конечно, с нее спросят. Но вы страдаете сейчас, и мужчина страдает, он уже здоровье свое все пропил. Надо спасать, надо помогать. И еще, мои хорошие, показывают образ человека, который к вам плохо относится, либо позволяет себе как-то холодно к вам относиться, беспричинно. То есть вы не понимаете, да, почему этот мужчина
ну, либо если смотрит меня мужчина, то женщина, да, почему ко мне зол, либо холоден, либо вообще как-то там сторонится, отворачивается, избегает даже в какой-то степени. Здесь показано, что этот человек в вас влюблен. То есть в мужчину влюблена женщина, а в женщину влюблен мужчина. И этот человек именно таким образом пытается скрыть свои чувства. То ли это запретная любовь, да, возможно, вы не свободны, возможно, он, либо она не свободна, ну, либо кто-то из вас. И человек таким образом пытается скрыть, чтобы никто не узнал. И даже человек сам с собой вот таким образом борется. Типа, я не буду к ней подходить, я не буду с ней говорить. И, может быть, все это пройдет, да, любовь пройдет. Но на самом деле так не работает, и этот человек зря так себя ведет. Но вижу, что правду узнаете, и узнаете из первых уст. То есть этот человек вам сам расскажет, скажет, что вот влюбился, боролся, думал, что смогу победить свои чувства, но вот не проходит, не проходит. Да, это именно чувство. Так, и еще здесь нечестным путем вас лишили то ли хорошей должности, то ли хорошей работы, нечестным путем. Здесь вы очень хорошо подходили, и вам, возможно, обещали, что это место либо должность будет вашим, а потом все резко как-то по боку пошло. Да? Вот резко пришел отказ, причем без объяснения. Ну, либо какое-то объяснение совершенно непонятное, некорректное. Здесь показано, что кого-то своего протянули. Здесь показано, что здесь по кумовству, родству, ну, либо по коррупции кого-то взяли. Взяли того, либо ту, кто и в подметке вам не годится. Человек абсолютно никчемный и очень ленивый, да, ленивый, абсолютно ленивый. И вижу, что сейчас люди жалеют о том, что взяли этого человека, жалеют, что вас не взяли. И здесь еще показано, что, возможно, ситуация вернется, да, возможно, через какой-то определенный период времени, здесь не показали сколько, вас обратно будут звать, либо вам будут предлагать. Да, там уже полное разочарование в том, кого взяли, и люди приходят к выводу, что нужно было все-таки вас, да, что нужно вас назад звать, назад приглашать. Дальше. Здесь у кого-то что-то пропало, причем ну, как-то неожиданно, средь бела дня, да, либо вы как-то поздно кинулись. Действительно, вещь пропала, кто-то унес. Унес, причем унесли не чужие, а свои, кто-то из своих. И еще показано, что у кого-то отыграется, что это было чисто технически, чисто случайно. Да? Человек просто случайно захватил. А теперь человек боится, что ну, все подумают, что вор, воровка, и вернуть вещь не может, да? Потому что ну, будут обвинения. И как бы неудобно перед вами. И человек прям мается, показано, мается. Если хотите вещь вернуть, расскажите вот при своих знакомых, кто вхож, например, в ваш офис, либо в ваш дом, расскажите, что эта вещь вам там очень нужна, памятная, и что без этой вещи вы прям как без рук, да, ну придумайте что-нибудь. И вижу, что вам могут эту вещь вернуть в виде подкида, да, ее просто подкинут, ну типа, кто принес, кто вернул, непонятно. Но кто-то свой, и, скорее всего, просто занес человек. Тут не было злого умысла на то, чтобы воровать. Так, дальше. Здесь у кого-то в доме что-то происходит. Что-то такое, знаете, странное, непонятное. Очень похоже, что портал открыт. Портал. Шум вы слышите. В доме постоянно что-то ломается. Люди могут спорить, ссориться на ровном месте, да, беспричинно. Люди могут болеть. Могут быть какие-то вот неприятные моменты вот именно с теми, кто в доме проживает. Вот опять же, плесень может идти, грибок может разрастаться. Здесь портал мне показан. Причем из этого портала прям таким адским холодом веет. Плохая энергетика идет. Очень плохая. Тут либо кошку вам нужно завести. Кошки, они стражи. Они оберегают мир людей от потустороннего мира. Вот. Но если вы аллергик, если вы
прям категорически нет, может быть, в семье там дети аллергики, тогда постарайтесь заменить все зеркала, которые есть в вашем доме. Даже если это зеркало там является частью вашего шкафа, все равно нужно менять. Где-то именно в зеркалах либо потускнело зеркало, либо трещина пошла, в общем, портал образовался. Либо так, либо так. Либо кошка, либо все зеркала меняйте. Вот, выносите, убирайте, избавляйтесь, новые приносите. Да, потому что по-другому не получится. А если этот портал не закрыть, то дальше будет хуже. Он будет расширяться, там уже будут и проявления происходить, и чертовщина может происходить. То есть это в ваших интересах. Я так понимаю, что это у кого-то одного отыграется, но подсказку вам здесь дали. Не играйте с этими вещами, это очень плохие вещи. Само собой не уйдет. И там освещение, батюшка, это не поможет. Потому что нужно деактивировать этот портал. Кошка может своей энергетикой деактивировать. Ну и также, если вы вынесете, избавитесь от этих всех зеркал, это все уйдет. Дальше. Здесь картинка, что кто-то пропал. Просто был да пропал человек. Может быть, вы даже в розыск заявили, либо родственники этого человека в розыск заявили. Этот человек пропал, потому что он прячется. Он чего-то очень сильно испугался, либо кто-то угрожал этому человеку. Этот человек теперь прячется. Очень далеко уехал, очень надежно спрятался. И я на самом деле вижу, что этому человеку ничего не грозит, но, к сожалению, нет возможности этому человеку об этом сообщить. И даже если получится, человек все равно не поверит. Слишком сильно напуган этот человек, поэтому и пропал. Человек жив, не могу сказать, что здоров, потому что ментальность явно надорвана, но прячется, этот человек прячется, еще будет долго прятаться, пока что-то не поменяется, либо пока что-то такое глобальное не произойдет. Далеко находится, в какой-то глуши сидит, прячется. Живой, живая, прячется. Чего-то очень сильно испугался человек. Дальше ребенка чего-то показывают, тоже испуг. Но испуг от животного идет. Здесь ребенка именно животное напугало. Может быть, какие-то дворовые там собачки, кошки. Может быть, да, и чья-то свойская собака, да, но просто она там резко подошла, либо там, дружелюбная, там хотела с ребенком поиграть. И ребенок очень сильно испугался. Здесь у ребенок беспокойный стал. И проблемы еще с аппетитом у ребенка пошли. Здесь нужно просто снять испуг, и все будет хорошо. Вот, животного испугался. Кстати, и кошки могут испугаться. Да? Кошки ведь они когда дерутся, там выясняют отношения, они же такие вот прям выгибают спины, могут таким голосом друг на друга кричать. Испуг от животного идет. Не от человека, а именно от животного. Снимите испуг, с ребенка все будет хорошо. Кстати, еще один момент про детей. Тут в школе от взрослых ребенку крепко достается. Но взрослые — это, скорее всего, преподаватели, учителя. Это не другие дети, это именно взрослые люди. Здесь ребенка могут ущемлять в его правах, и здесь к ребенку могут как-то вот прям относиться с пренебрежением, да, и прям это показывать. Вот, расспросите своего ребенка, особенно если прям отказывается идти в школу, если утром настроения нет, если ребенок очень изменился, стал грустный, замкнутый, поговорите с ребенком на чистоту, скажите, что ругать не будете, пусть ребенок скажет правду. Здесь похоже, что нужно ваше вмешательство. Здесь пришла пора пойти каким-то взрослым, извините, по шапке надавать, да, потому что это прям уже совсем перебор. Кто-то себе вот такое позволяет в отношении вашего ребенка именно в школе. Такого не должно быть. Педагоги должны быть профессиональны и должны прежде уважать детей, а потом уже учить их. Это правильный, на мой взгляд, подход. Конечно, что может маленький ребенок против взрослого человека? Там и объем мозга другой, да, ничего не может. Вот. А так похоже, что буллинг, и буллинг именно от взрослых, от преподавателей. Дальше. Показан человек, который хочет вас, извините, раздеть. Но не в том смысле, в котором вы подумали. Здесь, скорее всего, хотят с вас какие-то деньги взять. Причем, чем больше, тем лучше.
Человек ради этой цели готов пойти на все. Обман, подлог, сговор, даже запугивание в какой-то степени. С кем-то не с тем вы связались, либо в кого-то не того поверили. Здесь вам могут предлагать и услуги, и сервис, и какие-то обещания, клятвы давать, но человек только лишь хочет нажиться на вас. Это могут быть и всякого рода специалисты, и даже эзотерики-специалисты, да, могут запугать, сказать, что у вас порча, ну типа деньги давай, иначе там все, скоро все вымрут. Также это может быть какой-нибудь там нерадивый адвокат, который будет набивать себе цену, рассказывать, что вам там грозит страшное, невероятное, если вы там не оплатите в полном объеме его какие-то дополнительные услуги. Здесь лучший способ — это, конечно, перекрестная проверка, да, пойти кому-то другому проконсультироваться. Но и опять же тоже быть с логикой на дружеской ноге, ставить под сомнение, что вам говорят, и не быть такими легковерными. Хотят раздеть, хотят вот прям все с вас стащить. Да? Не только деньги, но и последние, извините, трусишки снять. Вот очень голодный до денег человек. Ну, либо увидел вас очень доброго, позитивного и очень такого, как верящего, да, человек, который верит, да, привык доверять, он верит, да, такого человека вас видят. На самом деле это какое-то безобразие чистой воды. Так, чуть выше. Место, куда вы очень хотите попасть. Место, про которое вам рассказывают, что там прям все классно, замечательно, идеально, интересно, незабываемо. Вас обманывают. Если вы туда попадете, вас ждет разочарование. И здесь вот еще показано, что вам ваша интуиция ведь дает звоночки, что вам врут, что вам не то говорят, что вам туда не надо, а вы почему-то еще и пытаетесь бороться со своей интуицией. Вообще это не хороший знак. Нельзя бороться со своей интуицией. Нужно бороться с вредными привычками, вредными пристрастиями, либо негативными мыслями. Но с интуицией нельзя. Ваша интуиция явно желает вам добра. Вот. И когда у вас есть предчувствие, когда вам снятся сны, пожалуйста, не игнорируйте. Не игнорируйте, и меньше будет у вас негатива в жизни, меньше будет промахов, меньше будет минусовых состояний. Вот поверьте, у вас интуиция что надо, тут работает как часики. Поэтому в себя нужно, конечно же, верить. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.